Продолжаем эфир нашего канала выпуском новостей. В студии Василий Раченко и коротко о главных темах. Массовое заражение людей коронавирусом в республике Коми проверяет Следственный комитет. У россиян, застрявших за границей, заканчиваются брони в отелях и отложенные средства. Есть ли выход из ситуации? Детеныша белых медведей Колымана и Ломоносова впервые покажут сегодня в прямом эфире. Следственный комитет проводит проверку по факту массового заражения людей коронавирусом в республике Коми. В том числе будет проверена информация, что источником заражения мог стать сотрудник медицинского персонала больницы. На данный момент в медучреждении зафиксировано 55 случаев заражения COVID-19. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. В обоих корпусах больницы введен 14-дневный карантин. Министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин заверил, что всем пациентам назначено необходимое лечение. В отношении остальных приняты все необходимые профилактические меры. Пациенты все выделены в отдельные изоляторы, отметил Березин. Владимир Путин накануне выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы. Но не исключил и сокращение этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжают свою работу. Владимир Путин сказал, что сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии – безусловный приоритет властей. Местным властям же будут предоставлены дополнительные полномочия, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом. Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку, так как именно это позволяет снизить риски. В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством. Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти – федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. При сохранении стабильной ситуации по коронавирусу в регионе Якутии могут ослабить ограничительные меры. Об этом глава региона сообщил в ходе ежедневного брифинга по эпидемиологической обстановке. На сегодня насчитывается 11 больных COVID-19. Они идут на поправку. Если их окончательные анализы покажут отрицательный результат, то после согласования с федеральным оперативным штабом сегодня-завтра выздоровевшие пациенты будут выписаны домой. За прошедшие сутки в регионе проведено более 150 анализов на выявление коронавируса. Все они показали отрицательный результат. С сегодняшнего дня в тестовом режиме начнет работать лаборатория в городе Нерюнгри. Глава отметил, что если ситуация в Якутии останется стабильной, то есть не будет новых заболевших, то планируется ослабить ограничительные меры в регионе. И, конечно же, самое серьезное внимание мы должны сегодня уже уделять вопросам восстановления нашей экономики, малого, среднего бизнеса после преодоления пандемии коронавируса. Я, опять же, вчера ночью подписал указ о мерах по стабилизации экономики, по стабилизации социальной сферы. Много мер у нас расписано дальнейших по малому бизнесу, не только по тем отраслям, которые наиболее пострадали от сегодняшней коронавирусной инфекции, но и в целом всей отрасли малого среднего бизнеса. Есть поддержка и уже отдельных отраслей, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной сферы, наших системообразующих предприятий. Уверен, что все эти меры позволят нам решить главную задачу. Главная наша задача – не допустить резкого роста уровня безработицы, не допустить резкого падения доходов якутян. И правительство, и в целом власти республики сделают все, чтобы этой задачи достигнуть. Глава Якутии продлил до 30 апреля включительно режим повышенной готовности на территории региона. Усилены меры по контролю за прибывающими. Так, работодатели обязаны обеспечить условия для самоизоляции работников на 14 дней, прибывающих на территорию Якутии из других субъектов России. То же самое касается вахтовиков. Кроме того, самоизолироваться на 14 дней обязаны все граждане, которые прибывают в Якутию из других субъектов.
Указ главы региона о мерах поддержки устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике оценивается в 10 миллиардов рублей. Он включает в себя 4 блока. Первый – это поддержка населения, включая выплаты семьям с детьми и сотрудникам здравоохранения. Поддержка среднего и малого предпринимательства, снижение ставки налогообложения. Также приняты меры по организации дистанционного образования. Четвертый же блок включает в себя вопросы сбалансированного бюджета. Правительство Республики Саха-Якутия уже дано поручение министерствам и ведомствам провести инвентаризацию своих государственных программ, представить перечень, отказаться от каких-либо мероприятий запланировать в этом году, чтобы высвободить средства и направить их в резервный фонд правительства Республики Саха-Якутия, откуда будут финансироваться мероприятия. Кроме того, вся экономика, которая будет достигнута при закупках, также она аккумулируется будет в резервном фонде. Так? Затем они должны рассмотреть мероприятия по тем закупкам, которые не обязательны в этом году. Приезжающих из других стран, регионов и даже районов Якутии граждан помещают под медицинское наблюдение в Момском районе Якутии. Как организована работа в этом направлении, узнаем у главы территории. Берем под наблюдение, значит, центральной районной больницы всех прилетающих, всех приезжающих граждан в Момский район под наблюдение врачей. На сегодня обстановка в районе стабильная, выявленных и подозрительных граждан на сегодня нет. Россияне, застрявшие за границей после ограничения авиасообщения, жалуются, что не могут вернуться на родину. У многих уже заканчиваются деньги и брони в отелях. О проблеме более подробно Артем Сторонов. Около 35 тысяч россиян, по данным Министерства иностранных дел, не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Среди них Владимир Савельев, оказавшийся в заперти в Таиланде. Остров закрыт на данный момент, это вот именно Пхукет, где я нахожусь. Остров закрыт, выехать никак, уехать никак, уплыть никак, улететь тоже никак, потому что рейсы отменяются. И, в общем, мы сидим вот просто и ждем чуда. Эмоциональное состояние каждого человека, который здесь застрял, абсолютно никакое, потому что у многих дети, брони заканчиваются. По предложению Роспотребнадзора, с 31 марта российские аэропорты ограничили прием россиян из-за границы. Для Шереметьево установили лимит 500 человек в день. Для всех региональных аэропортов еще 200 человек. Введение квот осложнило, а в ряде случаев остановило процесс возвращения граждан. Многие туристы, как Дарья Кочелаевская, застряли в Черногории. По российским федеральным подконтрольным каналам мы видим, что всех вывезли. То есть все мои друзья, все мои коллеги в шоке, спрашивают, как я еще не смогла прилететь, когда все репортуют, отчитываются, что все вывезены, рейсы можно сокращать. В Москве пропускают только через Шереметьево, ограничение Росавиации, 500 человек в сутки, не больше. Застрявшие за границей туристы говорят, что сразу же связались с российским посольством, в котором им пообещали, что скоро вывезут их домой. Но больше никакой информации не дают, говорят Максим и Ирина. Уже прошло 10 дней, мы поняли, что звонить им нет никакого смысла. И просто ничего не делаем тут, просто ждем, в магазин ходим. Как бы просто так жизнь проходит. Очень сильно хотим вернуться в Россию. Но самое главное – это неизвестность. Мы не знаем, что будет дальше и на что нам вообще рассчитывать. Вот в чем самая главная проблема. Ты бы сказали, что мы вывезем такого-то числа, да, мы бы что-то придумали, там, может, где-то там попросили нам денег прислать там, или еще что-то такое. Но пока это все неизвестно, может, вообще до июня придется просить. За 10 дней с 20 по 30 марта в страну вернулись 155 тысяч россиян. Из тех, кто остался, большинство, около 20 тысяч, находятся в Таиланде, еще по 5 тысяч в Индии и Индонезии. Сегодня 95 лет со дня рождения советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Якутского обкома КПСС Гаврила Чиряева. Напомню, что он единственный участник Великой Отечественной войны из числа первых руководителей Якутии. Чиряев родился и вырос в Вилюйском районе в местности Урасалах. Это человек, который оставил вот навсегда след в нашей истории. Именно в его период, во второй половине 60-х, 70-е годы и в начале 80-х,
Вот. Социально-экономическая политика поднялась на очень высокий уровень. Вот. Начали развиваться вот такие отрасли промышленности, как нефтегазовая отрасль, угольная, алмазная. А во всем мире сегодня отмечается день рождения мобильного телефона. Ему исполнилось 47 лет, и люди уже не представляют своей жизни без сотового или же смартфона. Как они помогают во время самоизоляции дома? Айсена Бурнашова с подробностями. Выход в интернет, общение в соцсетях, обмен фото, аудио и видеоматериалами. Список возможностей телефона можно перечислять еще очень долго. Так называемая мобила уже давно дала фору ноутбуку и компьютеру, а в период пандемии коронавируса для многих она заменила походы в магазин и даже офис. В период самоизоляции мобильный телефон стал просто незаменимой вещью. С помощью него мы оформляем доставку продуктов на дом, проводим рабочие встречи онлайн. И, конечно, мобильный телефон дает нам возможность быть со своими близкими, даже если они находятся на расстоянии 6000 километров. Мама, привет! Привет, доча! Как у вас дела? Новые реалии изолированной жизни раскрыли потенциал гаджета и стали отличным подспорьем для фотографов. Казалось бы, о какой портретной съемке может идти речь, если модель не рядом, да и сам фотограф находится в другом помещении? Оказалось, с мобильным телефоном возможно все. Сейчас в условиях карантина мне совсем не хотелось переставать снимать людей, общаться с ними и создавать красивые фотографии. Поэтому я решила применить способ одного итальянского фотографа — это проводить онлайн-фотосессии. Стабильность и скорость интернета – 2 фактора для качественной онлайн-фотосессии. Также нужно учесть зум на смартфоне и полный вперед, создавать красивые образы. Лично я пока что провела 3 фотосессии на расстоянии. В самое ближайшее время у меня намечены новые фотосессии. Мне очень нравится этот опыт. Мне очень нравится придумывать какие-то новые фишки, какие-то новые детали и пользоваться тем, что есть, и создавать шедевр на коленке, если можно так выразиться. Вызовы современности диктуют нам новые условия, и пока фотографам удалось под них подстроиться. Всегда нужно идти вперед и быть гибким в любом случае. И сейчас в условиях пандемии коронавируса мы видим, что фотографы это сделали и справились. Я считаю, что для Якутии такой формат онлайн-съемки как раз таки подойдет, учитывая наши большие расстояния между населенными пунктами. А ведь первоначальная функция мобильного телефона – голосовая связь. Но никто и подумать не мог, что с момента создания у него появится целый арсенал возможностей. Это уже не просто техника. Мобильный телефон будет нас по утрам, следит за ритмом сердца, провожает до адреса, если потерялись, и как настоящий друг всегда находится рядом. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Санкт-Петербург. Детеныша белых медведей Колымана и Ломоносова, родившегося в зоопарке Артадайду в декабре прошлого года, покажут сегодня в прямом эфире в 16 часов вечера по якутскому времени. Онлайн-трансляцию первого выхода из берлоги можно будет посмотреть на YouTube-канале зоопарка, а также на официальной странице в Instagram. В течение зимы он активно рос, прибавлял в весе и развивался. Сейчас похож на маленькую Харчану, свою сестру. Специалисты зоопарка провели вакцинацию и взвесили детеныша. Его вес составляет почти 18 килограммов. Отмечается, что белый медвежонок будет жить в якутском зоопарке до года и даже дольше, пока не определится его дальнейшая судьба. Кроме этого, зоопарк Артадайду в ближайшее время объявит конкурс на имя медвежонка. И на этом у нас пока вся информация. До встречи в эфире.